Всем привет! Сегодня выезжаем с Исыкуля, Бишкек. Хочу от души поблагодарить тех, кто скинул донат на предыдущем видео. Это был первый опыт и было немножко волнительно и интересно. Но братья-казахи, как всегда, не подвели и по мне скинули достойно. Несмотря на то, что видео набрало не так уж много просмотров, несколько людей отправили донаты. И сюда поставлю скрины. Всем спасибо, удачи и дальше можете посмотреть видео, как мы отдыхали на Исыкуле. Еще раз всем спасибо. Улкен Ахмед. Если чувствую я, в дверь стучится тоска, собираю рюкзак. Так, приехали в Бишкек, зашли сразу в Нават, и такой вот комплимент, чалап. Сейчас покушаем, сразу едем на Чолпон-Ата. Так, покушали в Навате и сразу поехали в сторону Чолпон-Ата, Исыкуль. Нас встретил Шербек. Салам алейкум. На границе встретил, поехали, деньги обменяли, потом нас отвез в Нават, говорит, не спеша, кушайте, не торопитесь, я вас подожду. И вот подождал, и вот едем. Обратно, когда поедете, тоже скажете, тоже перевезу, говорит. То есть кому-то тоже, если надо будет, скоро сезон, Исыкуль, контакты оставлю, можете ему позвонить, тоже встретит, отвезет, перевезет и так далее. То есть все показывает, все рассказывает, так что вот так. Счастливой дороги, Акжол нам. Все, Акжол. Давай. Отличная дорога на Исыкуль. Что из Алматы до Бишкека, то из Бишкека выезд на Исыкуль. Дороги очень хорошие, ровные. Один кайф ехать. Приехали на Чолпон-Ата поздно вечером, в темноте. Еле-еле нашли этот комплекс, двухэтажный, апартаменты. Вот мы на первом этаже. Всем доброе утро. Вчера благополучно заселились в номере. Ну, какой-то апартамент, да, считается. Оказывается, сейчас очень рано сезон. Многие кафешки, магазины не работают. Многие, ну, много чего не работает. И вот идем в Народный. Это вообще в центре города. И такси тоже здесь, оказывается, не работает. Как не работает? Яндекс не работает, а нужно вызывать только по телефону. А у нас номера нету, соответственно, сейчас будем тоже покупать сим-карту. Вот. Потом сим-карту купим, закупимся продуктами и уже на такси попробуем приехать обратно. Сейчас нам надо идти 3 километра до магазина. Вот с сыном пошли. Тут есть рядом Актолкун, называется, санаторий, старый вроде, да? И я такой сразу понял, что это Ак это белое, Толкун это Долгун, по-нашему Долгун, на Д, волна, да. И вот этот город Чолпон-Ата, это Чолпон это название звезды, Ата это дедушка. Вот у нас тоже есть слово Чолбон, потому что, ну, тоже эту же звезду северную называем Чолбон, полярная звезда, да. То есть здесь на П, а у нас получается на Б. И вот проезжали город Балыкчы. Балыкчы это рыбак, рыбацкий, это рыбачий по-русски. И Балыкчы по-нашему будет тоже Балыксыт. Ну, балык это рыба, а рыбак это Балыксыт. То есть вот такие вот схожести сходу сразу замечаем. Ну, будем еще дальше смотреть. Может, если получится, в гору сходим. У меня пока нога болит, но если нормально будет, то сходим обязательно. И говорят, тоже здесь рядом есть термальные источники теплые. Вот туда тоже сходим. Мы здесь, получается, вчера 4 приехали, сегодня уже 5, и до 10 здесь будем. Вот так как-то.
Ну вот такая дорога, асфальтированная, новая, в принципе. Очень хорошая дорога, оказывается, здесь вчера. Поздно приехали, поэтому особо толком ничего не смотрели, уже темно было. Горы, вот видите, да, уже очень близко стоят. И само озеро вот видно там. Вот, ни машин, ничего не проезжает. Одна машина проехала, хотели остановить, не остановилась. Так что дальше идем пешком. Меня еще пригласили в этот Латкенская область, там 8-9 июня будет Курултай рода Канглы. У нас тоже вот в Якутии есть Кангаласский улус, Кангаласский улус. И они считают, что это их тоже родственники. И говорят, что давай ты тоже приезжай, поснимай, покажи про нас, расскажи, чтобы наши братья из Якутии тоже узнали о своих братьях и так далее. Но вчера мне звонили, сказали, что до Баткена можно доехать на самолете или на машине. И сказали, как хочешь, как хочешь, как хочешь, так и это, сказали. Оплатим. Ну, я вот сегодня должен им дать ответ. Так, мы, значит, идем пешком, машины останавливали. 3 машины не остановились, потом Байке остановился, говорит, бесплатно довезу, говорит, садитесь, говорит. Так что нам повезло, да. Байке сказали, что идем в магазин покупать продукты. Он говорит, зачем? В Магнит идете, там дорого. Давайте я вас на базар это самое оставлю, говорит. И вот привез сюда базар, оптовые магазины, здесь все дешево, говорит. Так что вот такой первый день у нас начинается. Так выезжать Да. вообще невозможно будет. Так, закупились на оптовке, ну, на магазине. Сейчас едем в центр за сим-картой. Говорит, через 10 дней здесь пробка будет из туристов, говорит. Сейчас еще, ну, как нормально. Ну, как не то, что нормально, никого нету почти, да, сейчас? Да, не очень сейчас. Да. Так что мы пришли то ли вовремя, то ли не вовремя. Это как смотреть, с какой стороны смотреть. Как хорошо иметь сына. Помогатор. Так, идем на озеро Эсыккөл. Вот вдоль такого большого комплекса, тоже гостиничный комплекс, видать. Вот с такими парками, забором. Вот, видно. Рядом, оказывается, очень близко от нас. Вот она, жемчужина Кыргызстана. Эсыккөл. Люди уже купаются, вот, оказывается, но все равно прохладно, ветер прохладный. Вот такая прозрачная вода. Сейчас народу мало, поэтому говорят, вода чистая. Вот с той стороны горы стоят. Вот яхта плавает, вот там яхт-клуб есть, говорят, можно арендовать и покататься можно. Ну как арендовать? Заказать. Кайф, чистый кайф. И здесь, насколько мне известно, берега все свободные. Государство когда-то приняло решение, что берег принадлежит народу. Ну, в общем, никто не может его занимать, купить и так далее. Поэтому по всему побережью можно пройти, покупаться. А в некоторых местах, например, в том же Капчагае, да, Казахстане, многие люди жалуются, что берег весь захвачен этими частными гостевыми домами, да, поэтому очень удобно прийти туда погулять и так далее. А здесь немножко по-другому. Не знаю, где хорошо, где лучше. Что хорошо, что лучше. Может, там они убирают, следят за берегом, да, те, кто вот захватили. А здесь, возможно, ну, немножко этот мусор может остаться и так далее. Ну, пока все чисто, потому что и народа-то нет особо. Вот. Хотя я ошибся, ну, хотя не я, а тот человек, который мне рассказывал об этом, что берег весь свободный, здесь вот забор поставили, оказывается, вот тот комплекс. Ну, не мне рассказывал, я где-то в ютубе где-то видел, что весь берег свободный. И вот там готовятся вовсю к приезду гостей. Шарики уже понавешали. Вот такой пирсик, чтобы отсюда прыгать, наверное, туда. Хотя тут написано, что запрещено.
Четко, четко. Рыбалку попробовать, наверное. Здесь покидать спиннинг где-нибудь. Хотя здесь проблема, говорят, с рыбой, потому что браконьеры все выловили сетями. И каждый год опускают тут рыбу, зарыбляют, да? Вау. Вау, не знаю, как камера передает, но здесь вообще реально голубая лагуна. Я хотя боюсь отсюда прыгать, но тоже видел в ютубе где-то прыгали ребята отсюда. Вот, смотрите, скамеечка. Вот сюда присел, туда кальянчик поставил. Вечером накинул себе плед и сидишь, кайфуешь, наверное, да? Хотя вечером темно, здесь очень темно, ничего не видно, наверное. И вот горы, очень близко тоже. Иссык-Кульский маяк, путь не близкий, не далекий, удивительный край. Ждет меня там незнакомка, ждет затерянный рай. Это будет в июле на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой. Это будет в июле на Иссык-Куле, на Иссык-Куле, где ласковый прибой нас волною накрывает, обнимает, понимаю, что это не сон. Южный ветер нас сближает, словно знает, как порхает сердце. Все хвалят советские времена, но вот в советское время вот такие лестницы не оборудованы для колясок, для колясочников. Ничего нету. Сейчас же везде делают, а в то время, оказывается, не делали и не думали об этом. Вот пансионат Актолкун, белые волны или белая волна, а мы за ней там рядом находимся. Идем на горячий источник, термальные источники, тут сказали, где-то рядом есть. Вот по такой тропинке сейчас будем искать его. Вот все дома под сдачу, ждут сезон свой, чтоб заработать очень много денег. Вот горы снежные, прям под солнцем очень хорошо видны. Анордит? Источник, да? Да. Вот такие ванночки на улице, термальные источники. Сейчас выйдем туда. Так, я пришел с плавками, потом увидел, что много людей, и решил отправить детей за шортами. И вот они побежали и обратно прибежали. Не заблудились, да? Молодцы. Девчата живут. Такой вот источник. Вода мутноватая, специальное какое-то свойство какое-то есть. Людей очень много. Вот получается 6 ванн здесь, у всех разные температуры, но свойства воды одинаковые. Говорят, очень полезно для суставов, для нервов, для женщин это очень полезно. 1 час посещение 350 сом стоит. Детям до 5 лет бесплатно. Ну классно, я думал, народу мало будет сейчас, как бы не сезон, но все равно очень много народу оказывается. Идем в центр города пешком. Тут тротуаров нет, поэтому очень опасно ходить тут с детьми. Я как этот Варламов буду сейчас указывать, да? Где что не так, в каком городе. Ну реально тут есть, в принципе, место для тротуара. Хотя бы с одной стороны сделали бы. Потому что тут туристы часто ходят, наверное, в город, в магазин. Вот. Так, мы идем по центру города Чолпан-Ата. Здесь получается одна центральная улица, советская называется. И эта же улица идет вдоль берега Иссык-Куля, дальше в Бастери и так по кругу. А мы, получается, живем по той стороне. Тут есть полуостров такой, и вот там мы живем, яхту. И получается, вот так пришли сейчас, и сейчас идем по аллее Айтматова, туда, где президентский парк новый. Вот туда сейчас ходим. Завернули на аллею Чингиза Айтматова. Здесь вот разделительная полоса такая тоже красивая, с елочками, с растениями, но опять же тротуаров нет. Мы идем, получается, на городской парк, вот здесь новый. А шли, получается, вот там. Вот там пошли, вышли в центр, заехали, зашли в магазин и завернули сюда. Тротуаров тоже нет. Вот так машины проезжают рядом.
Так, разделительная полоса, конечно, шикарная. Вот посередке можно было делать тротуар, да? Если с этой стороны нет места, вот там можно было делать, чтобы посередине дороги пешеходом можно было пройти. Да. Вот такой городской парк, новый, тоже недавно видел в ютубе. Вечером тоже вот тут снимали. В прошлом году вроде снимали. Тут все, лампочки горели, все светло было. Вот там вот две сцены. Концерты, говорят, иногда устраивают. Но сейчас пока еще не открыли, видать. Работники ходят, готовятся к открытию сезона. Сегодня какое? Уже 6 июня, и парк еще пока не открытый. Хотя вот в мусорках пакеты все стоят. Вот такие вот юрты. Не, вы посмотрите на это искусство. Лежит человек весь в цепи. Это кто? Это человек или народ? Кого хотел нам показать автор этого произведения искусства? Вот, головой вниз, руки, затылок, и цепь исходит из головы, из мозга. То есть человек сам себя взял и заковал. Тут нет ни описания, ничего нету. То есть вы сами можете додумать, пофантазировать. Хотя, подождите. А, вон же он есть. Потерявший память. Ё-моё. Турдалиев Эмиль. 24-й год. В этом году поставили. Вот так выглядит человек, который потерял память. Ну не память, наверное, да, который вот болеют память, а просто память о своем народе, о своих истоках и так далее. Я так вижу. По этой улице очень много гостевых домов. Там тоже кафешки есть, но не работают. И вот мы шли домой, получается, здесь пешком. И вот увидели, что здесь открыто кафе. И зашли, оказывается, сегодня первый день работает. И сейчас будем обедать. Оказывается, рядом с домом сегодня открылась кафешка. Ну как вам, дети, Чолпаната? Что вам больше всего пока понравилось? Теплые источники, да? Впервые идете купаться, да, сегодня? А так ты мылась, да? Немножко холодно, да? Сейчас время Ахантилюин, да? А? Не боишься, да? Не мерзнешь, да? А? Да. Хотя бы загадок, да? По территории санатория, пансионата идем. Вот эти киоски, ничего не работает пока что. Люди купаются, народ есть. Немного, но есть. Хотя бы позагораем. Ну такой ветер такой. Легкий ветер, который охлаждает от знойной солнечной жары. Вот такая прозрачная вода. Мои белые белоснежные ноги так четко смотрятся под водой. И вот эта вот вода такая чистая. Но холодно, холодно. Холодно. Выпраса? Выпраса? Только ты милая, да? А иди кельме, ты милая. Вот балалар вообще пофигу, плавает. И мне холодно. А нам холодно, северным людям. Мне на границе мужик спрашивал, пограничник, я паспорт ему даю, короче, он, спрашивает, я не могу понять, что он спрашивает. Я говорю, не понял. Он еще раз говорит, я говорю, не понял, короче. Потом сзади стоял мужик, он говорит, не холодно ли будет сейчас, типа? А я говорю, нет, нам не холодно, мы же, типа, северные, говорю. Оказывается, наоборот, для нас холодно, а вот для местных нормально. Вот. Такая красота. Свежий горный воздух, разбавленный соленой водой. Такой микс свежий ощущается всем телом.
Вот такая рыбалка на Сыкуле. И вот когда сегодня купался, вот рыбак подошел, я говорю, вечером подойду, посмотрю, до сих пор сидит, рыбачит. Отпускаешь, да, такие мелкие, да? С двух крючков сразу рыбачит на хлеб. А, так далеко кидаешь и как спиннинг крутишь, да? А побольше рыб не бывает, да, здесь? Вот именно на этом берегу. А, вот поймал, да? А, ну да. Вот как называется вот эта рыба? Селедка. Тут, короче, ни комаров, ни насекомых, ничего нету. Просто тупо ничего не летает. Ни мошек. Мошек тоже нет, да? Вот сидим, чилим вот так. Подъехали в парк Урухардо. Вот здесь, получается, продают сувенирные изделия, туристические. Вход платный. 1600 сом оплатили на всех членов. Дождик немножко капает сегодня. Но тепло, нормально. Вот кыргызские флаги. Очень много кыргызских флагов. Билет на ГДР. А, тут сразу на побережье стоит, оказывается. Вот такая колонка в виде камня. Очень громко издает традиционные мотивы, мелодии. Тут тоже идет полностью готовка к сезону. И дольше века длится день. Чингис Айтматов. Его вот сидит на скамеечке тоже он. Стрела Манкурта. Ё-моё, Манкурт. Я помню, знаю, что Чингис Айтматов, у него есть цитата: свой Манкурт хуже врага. И опять же вот какая-то инсталляция о Манкурте, я не могу понять пока. Вот человек, окса, лук и вот это, не знаю, что это. Понятно. Но называется стрела Манкурта, тоже что-то какое-то имеет значение. А вот этого человека, я думаю, все узнали издалека. Мустафа Кемаль Ататюрк, отец турецкого народа. Он, когда стал руководителем турецкого народа, обновлял алфавит турецкий, язык турецкий и взял в основу якутский язык. И его в музее в Стамбуле или в каком-то городе в Турции, говорят, прям стоит эта информация. Вот прям на берегу Иссык-Куля. И вот эти непонятные техника здесь, не знаю, что делает. Мать волчица и стоит ребенок. Наверное, тюрк, потому что волчица считается матерью тюрков. Вот такие волны, как на море прям. Вроде ветра нет такого сильного. Да, вообще нет ветра. Но почему-то здесь есть волны. А на том берегу был ветер вчера, но волн вообще не было, получается. Здесь воды побольше, что ли, раз она так идет. Вот там уточки плавают. Вот ребята собирают юрту кочевника, кыргызскую юрту. Это жилище удобно тем, что в любом месте его можно собрать, разобрать и поставить. В ютубе где-то видел, что она стоит около 400 тысяч рублей, что ли. Одна девушка рассказывала. И делают его в основном вот, из Иркутской области. Вот такой пирс с национальными узорами. Узоры, кстати, тоже похожие на наши. Казахские, кыргызские, якутские, по-моему, все похожие. Ну и других народов тоже есть, наверное, похожие. У меня даже есть татуировка в виде орнамента, которую я сделал, находясь в армии в Подмосковье.
Русский парень из Иванова мне нарисовал. Конечно, грубовато получилось, но понятно, что это якутский узор. Музей Рухардо. Вот такие красивые рисунки. А это кто такие? Не написано. Вот девушка Беркутчи. Кыргыз эль батырлары. По-моему, это сидит Манасче. Манасче — это человек, который читает эпос Манас. У нас Олонко. И, соответственно, у нас Олонкохот будет, который читает Олонко. А здесь Манас, и человек, который читает Манас, это Манасче. По-моему, Манасче. Не знаю точно. Кто знает, может написать. Тоже вошел в список наследия ЮНЕСКО, нематериального наследия ЮНЕСКо, как и наш Олонко. Туристы из Америки. Hello! Так, вот у нас русскоязычная американка, оказывается. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Алиса. Алиса. Да. Вы русская? Не, я только преподаю русский язык в штате Пенсильвании. Ага, Вот. И это курс по географии. ага. Так, университет. Студенты ваши? Студенты, да. И они ездят по Кыргызстану, Ага. и изучают природу, традиции. Это оплачивает университет, получается? Не, вы государственные, все-таки оплачиваем, Ага. но государственные. Государство оплачивает. И где еще были в Кыргызстане? О, окей. В Бишкеке, где вы были, ребята? В Бишкеке, ну, скажем, на Рыне. На Рыне были, да, даже? Совсем деревни были, там ведь очень красиво было. Ага. Вчера в конце, ну, не в конце, скоро поедем в Казахстан. В Казахстан поедете. Куда именно Казахстан? Алматы? Да, Алматы. Алматы. Да, Apple. Это Apple City. Мгм. Yeah. Все, спасибо. Ой, пожалуйста, Ага. пожалуйста. Юрта. Обувь сняли. Вот этот традиционная национальная посуда из кожи. Одежда национальная. Вот такая инсталляция түндүк. Түндүк дегенде болады екен реме. У нас түндүк будет окно, а здесь түндүк. Да. Вот такой узорик. Ага. Оказывается, завтра здесь будет бесплатная ярмарка. Будут выставлены продукция кыргызского производства, еда, одежда и так далее. И сказали, что завтра приходите, бесплатно для всех будет ярмарка. А мы сегодня пришли и оплатили вход 1600 сом. Назар Байке, ассаламу алейкум. Валик, салам. Расскажите о завтрашнем мероприятии, что здесь будет завтра? Мен өзүм кыргызча айтам дейм. Ага, давайте. Ошол эл аралык форум болуп атат бүгүн. Ошо туризмди өнүктүрүү максатында. Биз дагы ошол Ош областынын Алай, Чоң Алай деген райондорунан келдик. Биз менен бирге бул жерде ошол өзүбүздүн айылдагы кол өнөрчү, кол өнөрчүлөрдүн көпчүлүгү биздин ошол чебер ууз аялдар келген. Ушул жерде турган боз үйдү бирөөнү биз атайын бияка буйрутма менен боз үйдү тиктирдик. Ошол боз үйдүн ичин биз эртең өзүбүздүн кол өнөрчүлөрдүн буюмдары менен жабдыйбыз. Ушул жердеги иш-чарага, эртеңки эл аралык иш-чарага катышабыз. Ахмат. Так, взял вот такой лагман, подали отдельно от мяса и от лапши. Ну, я его буду перемешивать. Вот так. Вау. Моя. Вот смотрите, какая большая порция. Ага. Это всего лишь стоит 280 сом. Сходил на стрижку, очень аккуратная, старательная девушка попалась. Мне понравилось, очень долго, так старательно все сделала. Я ей говорю, оказывается, все хорошие мастера здесь остались, говорю. А к нам, наверное, не очень хороших отправили. Она говорит, да нет, все хороши, говорит. А так цена такая же, как и в Якутске, 300 сом. Вот. Просто здесь, говорит, зимой работы нету, только летом работаем, говорит. Зимой чай пьем и сериалы смотрим, говорит. Алейкум, приезжайте в Иссык-Куль. Да, вот с соседями сидим. Салам
алейкум, сахалар. Всем привет. И в сторону посмотрел. Записывайте телефон, да? Всем привет. Добро пожаловать на Искуль. Да. Хошкангер. Вот такой комплекс. Да, я контакт оставлю. Очень хороший. Домики, удобно, рядом с озером. Вчера допоздна сидели с соседями. Потом завтра потянулись. И у нас был такой состав. Казах из Казахстана, казах из России, кыргыз из Америки и кыргыз из Бишкека. И я. Вот таким составом вчера пятером сидели допоздна. А так сегодня открытие туристического сезона на Сикуле. Поэтому сегодня пойдет теплоход на массовый заплыв. Ну, то есть в определенное время отплывает. И оплата, короче, получается нормальная. Со взрослого 500 сом, а с детей 250 сом. И вместе с другими людьми, короче, поплываешь. Сейчас вот 3 часа отплытия сказали. Обедали и идем туда. Вот на нескольких вот таких корабликах возят людей. Вот один подъехал, мы сейчас отплываем. Вот там тоже собирают людей. Будет в июле на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой. Это будет в июле на Иссык-Куле, где ласковый прибой нас волною накрывает, обнимает. Понимаю, что это не сон, южный ветер нас сближает, словно знает, как порхает сердце мое. Как прекрасны те дни, золотые пески и волшебный пейзаж. Мы с тобою одни в страсти нежной любви, перламутровый пляж. Это кончится вскоре, и дождь пойдет проливной. Отзываются во мне этой молодой луны. И легко тебе отдать паруса в метро идти. В этом мире я год непрошенный, отовсюду здесь веет холодом. Бирмени үшін жаралады керемет сезім беріп мағада, сен менің терегіме жеттің ай. Байғатпай алдыдан қарап жүрдік, бәйтіңдің ойларын азап қылды, жақтырып қалғаныңды сездің ай. 1,8. Или как черная река, я уже приходиша нужна. Мои шаги проснулась для меня, и эта радость будто солнце ясное. Не сможешь ты уйти от этого огня, не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет, и вся
выехали. Детей по тревоге подняли. И вот такой здесь дорога немножко трясет, но нормально. По Григорьевскому ущелью поднимаемся, спускаемся по какому? По Семеновскому спускаемся. Вот такой кружок. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой. Это будет в июле. На Иссык-Куле, где ласковый прибой нас волною накрывает, обнимает, понимаю, что это не сон. Южный ветер нас сближает, словно знает, как порхает сердце мое. Вот на вершине горы и лошади, и бараны, и коровы все вместе пасутся, очень много. И что мне понравилось, вот у каждого хозяйства висит кыргызский флаг, и вот там висит тоже. Дорога, конечно, плохая, если вас качает и у вас вестибулярный аппарат плохой, то лучше воздержитесь от этой поездки. И если у вас есть маленький ребенок, то тоже не стоит их брать сюда, потому что тоже качает, плачет туда-сюда. Вот. А так виды, конечно, шикарные. Туристов пока мало, многие юрты не работают. Вот. А так номер оставлю в байке, который нас сюда сейчас возит на Альфарде. Вот машинка наша. Вот ослик подошел. Я впервые вижу ослика вживую. Я видел только его в фильмах советских, а сейчас впервые вижу. Даже могу потрогать его. Угу. Сам сразу подошел ко мне. Самый храбрый ослик. Ага, со всеми здоровается. Мальчик, походу. Талингар. Талингар. Аджо. Тавакан. Походу местный жеребец. Вот такие барашки ходят тут. Ага, барашки. Видели, да? О, вот. Хромая лошадь. Кайфует. Ни комаров, ни насекомых, ничего нету. Просто трава, горный воздух, горная вода, речка. И кайфует, короче. Пока их, конечно, никто не забьет. Богатое хозяйство. Вот там поднялись, перекресток там получается, Григорьевское ущелье. И завернули сюда направо, на Семеновскую. Сейчас спускаться будем. И вот горы. Кулум. Кулум тоже кулум будет, да? Ат, жылкы, кулун, бие. Все как у нас. На этой местности проходили игры кочевников, международные игры. 4 года назад, да? Или 8 года? Я не помню, в каком году было. Каждые 4 года проводится вроде. Помню, как недавно еще в Турции тоже было. А в этом году будет в Астане в сентябре игры кочевников. Так что это тоже очень масштабные игры, международные, много стран участвует. Вот сердце Кыргызстана на горах. Кочевники на лошадях, пацаны играют. Вот доят кобыл. Вот сидят мальчишки на лошадях, катают туристов. Все традиционно, ходят опашки. Я хотел снять, как он доит, но что-то он
не доит пока что. Свободные люди живут как хотят, где хотят. Ассаламу алейкум. Красавчики. Вот такие вот будущее Кыргызстана. Да нет, я боюсь. Не, нет, с детьми, поэтому, наверное, Да, нет. вот с детьми будет лучше. Ты будешь... Ой, вы туда что идете семьей? А что стоит вообще до озера? 1500. 1500 За каждого коня. за каждого коня. Очень красиво. Ну. Нет? Вот так вот происходит дойка. Сколько грамм дает на одной дойке? Литр дает. Литр дает, да? Большие кабелы. Один раз в день, да? Нет, каждый 20. Каждые 2 часа по литру дает? Да. Он там дает, он там большие кабелы. Ничего Это себе. молодняк здесь. Молодые кабелы. Ну. Там Обучай. обучаем. А там здесь большие кабелы. они- Сейчас мы сразу нам с этого свежего молока делаете, да? Нет, там там же- же а. в бочках все. Они же простаиваться должны, да? Как это, как вино или как... Да. Сколько дней она должна простояться? День? И уже готово, да? 2-3 часа можно. А что добавляют туда? Сахар, соль? Нет, Типа такое? ничего. Чистое молоко? Да, Без воды, без ничего? да, чистый. Просто поставил, и она становится кумысом, да? 3-4 часа. Там закваска. Ну, специально закваску добавляете? В деревянных бочках. Ну. Вот только картошку выдаенное свежее молоко. Все, да? Нет, не знаю. Все. Так, оплатить? Вам, да? Да. Сколько? 120. Ага, сейчас. Да? Вот свежее молоко. Кыргызского кобыля. 120 сом. Вкусно? Явно? Вот, апашки каждый год приезжают, оказывается, здесь отдыхать. Сколько нас? 10 дней. на 10? приезжаем. Специально вот на курсы Да, лечение, вот, молоко пьем. свежее молоко. Пьем, молоко пьем в теплом виде. День сколько раз? 5 раз. День 5 раз, 5 стаканчиков пьете. Утром 8, 10, 12, 2 и 4. И это от чего помогает, что От лечит? всего. От всего. Очищение, Ага. желудок, печень, почки. Кор- Очищает. Типа как курс лечения, короче, да, 10 дней. Ага. И где же живете, получается? В Бананеве живем. Нет, имею в виду 10 дней здесь здесь ночуете. Снимаем, снимаем. Снимаете, как туристы. Ну. Вот такая. Вот хозяйка, получается, здесь сразу доит и наливает. Вот так. И вы тоже ждете сейчас, Да, дойку ждете, да? Ага. Сейчас будем пить. Все, хорошо вам отдохнуть. А вы откуда? Мы с Якутии. А, с Якутии? Да, Сахалар. Да. Это вы заминут хотели? На кыргыза похоже, да? Да? Думали, что за кыргыз, который по-русски тут с нами разговаривает, да? Ну. Вот такой карусель кочевников. Вот так он поднимается, вот веревка закручивается. Заряд пошел. Ноги! Там эти стоит. Взял 2 литра камыса по 300 сом, 600 сом. Дома будем пить, потому что по дороге укачает, можно. Вот такая вот тема. Я нужно буду второго, да? И сера. Ол дейсің. Кім о? Бұл Хантан. Шөйді? Ипподром поселка Бастери. Поселок же, да, Бастери? Не пастери, это уже
Чолпан-Ата? Или область? Ты такой. Области, да? Не область, а поселок это. Ну, Чолпан-Ата вот. Ипподром Чолпан-Ата, короче, да? Вот такой мощный ипподром на берегу Сыкуля. Прям красиво сделано. Во времена Атамбаева, говорят, сделали. Как пары здесь проводятся, да? Как пары, скачки, все здесь. И вот спорткомплекс «Газпром» построил тоже во времена Атамбаева. Тоже очень красивая. Так, иду на пляж городской. И дальше того пляжа, который мы ходили раньше. Сегодня последний день, завтра уже уезжаем в Бишкек. И хочу напомнить тем, кто не знает или знает, но не употребляет, да. Не киргиз, а кыргыз, да. Вот, лично мне хватило одного раза, когда мне сказали, даже не сказали, я прочитал где-то, что называйте нас кыргызами. Я после этого сразу начинаю говорить кыргыз, то есть ничего сложного нет. И некоторые люди, я вот читаю и слышу, что, зная, что сам народ просит называть кыргыз, все равно называют киргизами. Но это же неправильно. То есть, если оригинал этого слова просит называть его так, значит надо его называть так. Также город Алма-Ата, да? Старое название Алма-Ата, но сейчас его переименовали на Алматы. То есть, опять же, казахский народ называется его Алматы, но другие продолжают его называть Алма-Ата. Опять же, ничего сложного нет. Алматы. То есть, мне тоже хватило одного раза. Вот. Смотрим YouTube и идем на ужин. Последний ужин на Сыкуле. Вот здесь 3 кафешки, и между ними мы так нивелируем. Там обедаем, потом там ужинаем, чтобы никого не обидеть. Потом на следующий раз идем к 3-му. Вот так. Сегодня загорал, немножко прогорел. Доброе утро. Сегодня выезжаем с Сыкуля. Хочу показать нашу комнату. Вот такая комнатка. Я здесь спал, здесь никто не спал. Здесь как бы шкаф был. Вот такое окошко. Санузел с душевым, с унитазом. Все как положено. Шкафчик для вещей. Вот мы уже собрались ехать. Здесь спали дети. Обогреватель, холодильник, столик, телевизор, плитка. Ну, все есть. Посуда, раковина, бокалы. И этот диван раскладывается. И здесь спали тоже жена с маленьким. Тут могут спать даже 3 человека. Очень широкая кровать. Здесь 3 человека. Здесь 2 человека и там 2 человека. То есть 7 человек могут разместиться, грубо говоря. Потом выходим сюда на улицу. И этот... Тапочка одену. И вот такой вот столик со стульями, сушилка. И вот такая вот локация. Здесь получается вот двухэтажные апартаменты считается. Здесь площадка детская с аллеей вот от этого пансионата. И там уже море. Вот все. Доброе утро. Хозяева очень молодые люди, предприниматели, поэтому нам очень понравилось. И этот вариант один из недорогих вариантов. Так что контакты оставлю. Можете написать, забронировать, разговаривать и так далее. Ну, скоро сезон. Конечно, наверное, подорожает, но тем не менее можете уточнить. Пришли в берег попрощаться, накормить озеро лепешкой и кумысом. Кыргызский народ, берегите эту природу. Вам повезло родиться в таком хорошем месте.
вас есть такое озеро, такие горы, такая страна. Храните его в таком же первозданном виде. А мы будем приезжать, отдыхать с благодарностью и с уважением. Эсыкуль. До встречи.